эти дни футбольные баталии разворачиваются не только на французских, но и на чувашских полях. Политическая партия «Справедливая Россия» организует турниры в различных районах республики. И борьба там тоже идет нешуточная. В Красночитайском районе, где соревновались команды сельских поселений, азарта добавила погода. Игрокам пришлось бегать по полю под дождем. Турнир в Шумерле собрал жителей Чебоксар, Цивильска и других городов республики. В каждом соревновании принимали участие команды районных отделений партии «Справедливая Россия». В каждом районе это члены партии и сторонники партии «Справедливая Россия» организовывают команду именно от «Справедливой России». И, как правило, эта команда выступает, скажем так, уверенно в среднячках и очень часто забегает в призы. Накануне депутаты «Справедливой России» собрались в одном из чебоксарских кафе, чтобы посмотреть трансляцию Евро-2016 и поболеть за сборную России. Депутат Игорь Маляков считает, что у футбола и политики много общего. Важны результаты не отдельного человека, а именно команды. Большую роль играет и соревновательный дух. И надо держать удар. Госполитики – это самое главное, как, собственно говоря, и в футболе. Несмотря на поддержку зрителей как на стадионе во Франции, так и у экранов телевизоров в России, наши футболисты проиграли словакам. Депутат Сергей Семенов, как активный футбольный болельщик, признается, ему обидно, что в такой большой и богатой стране нет сильной команды. И дело здесь не только в игроках или тренерских просчетах, а в системе развития российского футбола в целом. Главное – это финансирование, это развитие детского футбола, развитие детских школ, где сегодня где-то что-то можно было во что поиграть и где поиграть. Для того, чтобы поддержать интерес к этой игре на местном уровне, в планах «Справедливой России» этим летом организовать турниры по дворовому футболу во всех районах республики, а ближе к осени провести финал в Чебоксарах.